Здравствуйте! Вначале, как по традиции, несколько коротких информационных сообщений. В пятницу командному составу Министерства внутренних дел нашей республики был представлен новый исполняющий обязанности заместителя министра по экономической безопасности Николай Вагин. До назначения в МВД нашей республики Николай Витальевич Вагин работал в Главном управлении внутренних дел по Московской области. В субботу на полигоне «Патриот» в Иркутске пройдут очередные гонки без правил. Больше 30 автомашин, как ожидают организаторы, выйдут на старт. Все они разделены на две подгруппы. 3 заезда в каждой из этих подгрупп и выявит участников финального суперзаезда. Он будет 7-м по счету и, собственно говоря, в нем и будет определяться победитель гонок без правил. И попутно о погоде на субботу. По прогнозу Гидрометцентра Российской Федерации в Иркутске в этот день будет плюс 7 градусов с небольшим дождем. Надо сказать, что небольшой дождь сохранится затем в воскресенье и в понедельник тоже. Но вот если в воскресенье погода даже будет чуть теплее, чем в субботу, до плюс 8 градусов, то в ночь на понедельник столбик термометра начнет падать и в понедельник будет не выше плюс 5 градусов. Ну а теперь, собственно говоря, основная тема сегодняшнего комментария. Отношение или участие жильцов в коммунальной сфере. Я имею в виду прежде всего товарищество собственников жилья. Информационным поводом для этого разговора послужил инцидент с товариществом собственников жилья «Фантазия», что по улице Халтурина, 14. Его образовало примерно 190 семей, которые проживают в этом доме. Так вот, примерно 10 дней все они оказались отключенными и от света, и от воды, и от отопления. За долги, прежде всего, которые это товарищество получило, заимело, так скажем, перед поставщиками всех вот этих даров цивилизации. Сейчас правоохранительные органы и другие компетентные организации разбираются в том, как это произошло, потому что 80% жильцов все-таки сравнительно исправно вносили все соответствующие делали все соответствующие платежи, и тем не менее долги образовались. Куда делись деньги, как раз вот все контролирующие и органы как раз сейчас и занимаются. Ну а накануне зимы в эту ситуацию была вынуждена просто вмешаться столичная администрация. Юридически проблема выглядит так. Вот, допустим, у вас дачный домик, вы решили там перезимовать. Но для этого, значит, ничего не сделали. Ни печку не сделали, ни газ не подвели, ни дров не запасли. И потом, когда начинает зима, вы говорите, приходит в администрацию, говорит, дайте мне дрова, дайте мне газ и постройте мне печь. Ситуация до абсурда выглядит таким образом. Но тем не менее вы вмешались в это. Почему? Фактически введена чрезвычайная ситуация на этом жилом фонде. Вчера заседание КЧС мы провели, дали соответствующее поручение энергоснабжающим организациям и нашему муниципальному учреждению департамент ЖКХ, чтобы разобрались с этой ситуацией и приняли ряд оперативных мер. Но эти оперативные меры могут только повлиять на снятие социальной напряженности. Мы берем минимально необходимые для того, чтобы снять социальную напряженность. Это не значит, что мы сейчас этот дом отремонтируем, приведем его в порядок. Нет, это абсолютно не играет роли такой. Проблема в самоорганизации граждан. То есть в основном сейчас во главу угла поставлены собственники жилищного фонда, а точнее в многоквартирном доме это их собрание. Поэтому людям надо собраться, определиться со своим будущим и принимать решения, порой даже жесткие. Казалось бы, что товарищество собственников жилья – это самая действенная форма контроля за работой коммунальных различных предприятий, за предоставлением коммунальных услуг. В самом деле, какое домоуправление или ЖЭО может сравниться по настойчивости, настырности, что ли, по детальному отслеживанию за тем, как вот вся эта коммунальная сфера наша работает. Однако инцидент с ТСЖ «Фантазия» показывает, что есть и правила, и исключение, вернее сказать, из этого правила. Ведь, в самом деле, жильцы 190 семей, большинство из них, по крайней мере, максимально на что были готовы, это сравнительно исправно вносить платежи за коммунальные услуги, при этом совершенно хладнокровно наблюдали за тем, как разрушается инженерная инфраструктура их дома. И, строго говоря, 10 дней назад, когда вот этот своеобразный бунт начался, с чего? А с того, что из-за перенагрузки буквально сгорел электросиловой кабель, который питал этот дом. Жильцы остались без света, потом отключили воду за долги и так далее. Вот комок вот этих проблем покатился, и только тогда они начали бить тревогу. А все это время жили довольно спокойно и хладнокровно взирали на то, как все это разрушается. Владимир Петрович, в принципе, о том, что вот такая ситуация с ТСЖ может случиться и вообще с управляющими компаниями, которые накануне отопительного сезона могут куда-то скрыться, убежать, я не знаю, там исчезнуть, как бы она предсказуема была, и тем не менее стала неожиданностью все это. Да, здесь получился, что первый случай в городе Якутске, вообще-то не первый, на моей памяти, но это уже конкретно такой случай, перед запуском тепла, тем более обострился он.
Ну вот я еще раз как бы говорю, что в Москве в прошлом году, значит, уже было опубликовано официальное сведения, что 80% ТСЖ, которые были созданы по городу Москве, в течение 4-5 лет, значит, потом они как бы, когда начинался уже, значит, здание старело, коммуникации устаревали и нужны были уже капитальный ремонт и так далее, то как бы они лопались, да. Да, оказалось, То есть, что да. платить не еще. Поэтому, конечно, вот, очень надо аккуратно подходить, вот опять же, вот, жителям города, жильцам конкретно домов, например, как в случае Халтурина 14 получился, да. Ну вот они очень- реально что могли сделать, скажем, вот в такой ситуации, чтобы не оказаться вот у разбитого корыта? Вот как отслеживать ситуацию, финансовое положение тоже вот самого ТСЖ? Как это делается? Механизм есть какой-то? Нет, как такого механизма нету, очень сложно, конечно. Здесь все вот именно, что выбрали, надо выбирать, конечно, таких, На честном даже, слове. да, таких, ну, как бы сказать, уважаемых людей, что ли, которых действительно знали бы, например, что они годами как бы работают, а когда так просто выбрали, лишь бы выбрать, вот так и получилось как бы, наверное. Здесь, конечно, это только покажут года, так скажем, практика и так далее потихонечку. Как лучше. И, конечно, от этого и сейчас, думаю, никто не застрахован. А сколько у нас таких товариществ в городе еще? Ну, у нас товарищ сейчас около 100, точную цифру не скажу, они растут, в принципе. Я понимаю, что это Весной было такое 80. спрогнозировать нельзя, но, скажем, вот такая же ситуация, ну или похожая, скажем, была в каком-то, или на грани вот срыва, когда Да, откликнулись было сезоны, несколько. да? В прошлом году было, сейчас ТСЖ точно не помню, это в строительном округе были 2 ТСЖ. В этом году тоже были, как бы. Ну и как бы мы пытаемся, как бы, муниципалитет, администрация влиять, ну как влиять, мы не имеем права не влезать ни в их никакую, ни коммерческую, никакую деятельность, поэтому мы только можем их рекомендовать, вызываем, чем-то помочь, где-то что-то как-то рекомендовать, надавить, ну, в основном как бы словами и так далее вот этими. А я не знаю, вот скажем, что-нибудь типа аудита устраивать таким товариществом, разве администрация, ну, столичная не вправе? Нет, Тоже не нельзя? имеет права вмешиваться, да, не по закону. То есть до тех пор, пока вот до такой вот, до ручки не дойдет дело, Ну нет, почему? Это жильцы сами могут инициировать. Если они чувствуют что-то такое, собрание жильцов все много решает, конечно. Здесь, конечно, вот это неактивность и как бы получилось Разобщенность. да, разобщенность жителей. жильцов Нам еще, приводит. да, этому учиться еще и учиться. Принято решение о том, что вы по минимальным требованиям подготовите этот дом к зиме, чтобы он и в тепле, и со светом, и с водой был. Во сколько эта администрация обойдется? Вы там Но расчеты как какие-то бы, делали? да, ну расчеты только, значит, вчера принято было решение. Но примерно где-то выходит 2 миллиона рублей. То есть это средства очень большие, конечно. И тем более у нас капитальный ремонт уже как бы заканчивается. Да. Как бы это даже сейчас пока не могу сказать, где-то что-то смотреть. Тем более, если экономия у нас есть, мы сейчас стараемся на деревянный фонд больше как бы отрабатывать на деревянном фонде. Здесь как бы вот этот каменный дом появился. Вот эту ситуацию по ремонту электропроводки и по подготовке, как получается, трассы, да, к зиме, Теплотрассы. теплотрассы, да, изыскать, значит, финансирование с различных источников, то есть с местного бюджета. Им было предложено это. Но комиссия не поддержала нас. То есть И они нам его все это предложение. ремонтируют, сделают, но потом это всю эту сумму разложат опять снова же на нас, на плательщиков, и мы снова Да, все это заплатим. получается, мы будем платить. Вот получается, второй раз мы платим, потому что мы в этот раз заплатили до августа месяца свою квартплату и свет, и теперь еще раз нам все сделают, и мы еще раз все заплатим. Мэрии тоже нечего платить. Как можем поплатить этот самый? И это получится такой как бы нонсенс. И как бы сейчас вот деревянный фонд. То есть могут все жители так не платить. И, например, а потом за это все будет и администрация расплачиваться. Чрезвычайная ситуация, это как же бы, неправильно. Да, условия. объявлять чрезвычайную ситуацию, это просто как бы неправильное будет решение. А что вы будете делать, если действительно вот такие иждивенческие настроения вас заблудают? Ну, хотя бы участие. Ну, трудно сказать, конечно. Здесь самое то, что плохо, что живем, как говорится, не в Майами, где тепло, как говорится, это самое, да, а зима как бы спросит за все, и приходится как бы думать за все. В любом Да, су- мы не, ну, в частники любом жилья, случае. ну каждый по своей комнатке по одной. Там людей больше, чем, я не знаю, в любом жилом таком же доме. Гораздо больше. Это невозможно нам всем как-то управлять У совместно. нас нету такой личности, Нету которая такой бы личности. стала как бы у руля, да, и была председателем Нет, нет, ТСЖ. нет, это Вот невозможно. этого Иванченко нам просто навязали, он совершенно постороннее лицо. Он же это не начальник живет в этом бывшего общежитии, ЖЭУ ничего. Кудстрой, понимаете? Да. Оно не заинтересованное лицо. То есть Да, он формально, да. ТСЖ было формально. Все формально. Может быть, вот специально, может быть, так и сделают, чтобы эти деньги вот так вот и пропали. Все формально. Всё. Тем более он и возглавлял наше ТСЖ, и был начальником ЖЭУ и Кудстрой, Да. куда стекались все деньги, как он был поставщиком за техобслуживание электрооборудования и технического оборудования содержания здания. Но, тем не менее, в любом случае вам проводить общее собрание жильцов придется с тем, чтобы принимать решение, как быть дальше. Вчера провели уже собрание, Вот вы в и этом до смысле этого что было. будете? Вот Мы- какое решение? Вот, например, вот лично вы какое решение? Мы лично отказываемся от ТСЖ
И Выбираем выбираем управляющую управляющую компанию. компанию. А компания, вот мы сейчас хотим, вот Арсенал. А другие жильцы вообще придут хотя бы на это собрание? Или опять Они не вчера получится? были жильцы. Отключим свет, все придут. Вчера больше Иначе их половины больше уже никак не собрались. соберешь. Ну, Да, вчера всё, варианта конечно, нет. смешно. Конечно, Вчера хорошо. собрание было у нас уже капитальное, народу было много, и было все представители вот и администрации, и там, Не, и ну мэрии, вчера, и наверное, много всё-всё. было, потому что действительно ни света, ни тепла, Да, поэтому мы все неделю избежали. сидели И без в- света. И, в принципе, неделю. все выразили желание найти какую-то компанию, которая будет нами управлять, а мы будем исправно платить ей деньги. Вот и все. Гендиректор Департамента жилищно-коммунальных услуг Якутска Владимир Дулов не исключает и повторение вот аналогичных историй в других ТСЖ. Что можно и что должны сделать жильцы других товарищей собственников жилья, да и вообще обычных, скажем так, сравнительно домов, которые управляются различными компаниями. Вот что могут жильцы делать и должны делать для того, чтобы не попасть вот в такую же чрезвычайную ситуацию уже в разгар зимы? Я давно говорил и предлагал депутатам, значит, департаменту ЖКХ, курирующему заместителю мэра, надо проводить передачи. Надо проводить передачи, объяснять людям по телевизору, что изменилось с введением нового жилищного кодекса. То есть люди должны знать, на что идут. Ведь сегодня люди, порой даже когда создается ТСЖ, люди не знают о создании ТСЖ. Грубо говоря, провели в 2 квартирах какое-то совещание, людям дали подписаться, неизвестно по чем. Люди подписались, а потом, когда дом пошел в разруху, люди думают, а что же делать? То есть я считаю, что надо прежде всего начинать с того, что людям объяснять. Людям надо объяснять, выступать на телевидении. То есть, чтобы делать, даже, может быть, передачу, делать к барьеру передачу. Может, еще какие-то передачи разъяснительные. Это передачи, которые действительно до людей будут доходить. Ведь люди, поймите правильно, что есть часть управляющих компаний добросовестных, а есть же недобросовестные. Да, и как раз вот халтурина, то, что имеется в виду 14, Да, это вот, как раз тот случай, это наглядный пример. когда ТСЖ не захотели просто сами даже... Да, это наглядный пример, это первый наглядный пример. Ну а тем временем начало отопительного сезона в Якутске проходит сравнительно благополучно. Ну, собственно говоря, это еще не факт того, что и сам отопительный сезон пройдет спокойно, скажем, благополучно. Но пока все идет лучше, чем год назад. На сегодня все. До встречи в эфире телеканала ТВЦ в понедельник. Всего доброго.